Всем большой привет, друзья! 6 часов утра, пятница, 13 число, 13 сентября. Мы опять, как видим, на реке. И сегодня не то чтобы рыбалка. Рыбалка, конечно же, будет, но скорее это, скажу, сопровождение моих друзей на рыбалку. Провожу, покажу, расскажу. Ну и сам вечером приеду обратно. В течение дня мы порыбачим, конечно, потому что завтра, послезавтра у меня неотложные дела есть, надо сделать. А в понедельник, скорее всего, приеду к ним опять, и во вторник уже выедем вместе. Вот такая вот рыбалка с перерывами, потому что, сами понимаете, дело у меня не в проворот, и постоянно находиться на реке тоже не могу. Так что до свидания, родной берег. Выезжаем. И это здорово. Погода пока шепчет у нас. Бабье лето в разгаре. Тепло, скажу, даже очень тепло, очень много мошкары. Сейчас вот 6 часов утра. А уже, вернее, даже холода и не было. Очень и очень тепло. Уже долбит мошкара. Днем будет вообще что-то с чем-то. Так, ну ладно, спасалку там уже делаем. Погнали. Ребята вон на дамбе. Санек сплавляется на лодке. Выгрузили все на дамбе. Пока я тут собирался, он уже почти доехал. Сейчас загружаемся. И двумя лодками выезжаем. Погнали. Печора уже обмелела в край, но еще не межень. Межень будет, когда вот здесь вот выйдет каменистая гряда. Вот, как мы видим, еще сантиметров 20 можно, вернее не можно, а может упасть до того момента, когда здесь вот выйдет уже каменистая гряда. И это будет минимальный уровень. Если дождей не будет в течение недели, так оно, наверное, и будет. Вон какая роса обильная. Каждое утро так. Ночью роса, под утро, днем жара. Посмотрим, как он заведется у нас. Пока, в принципе, нормально. Недавно сделали техобслуживание, поменяли масла. Так что трудись, трудяга. Второй сезон, полет нормальный. Единственное, боится холода, остальное все шикарно. Требуется подогрев, конечно, немного. Ладно, попробуем. Прямо на подсосе. Нормально. О, Санек уже почти доехал, уже к дамбе поворачивает. Хорошо, что хоть не ждал. Так бы мы хотели в цепки идти. Но пока я загружался, заправил бензин, он уже доплыл по течению. Ну все, пока-пока. Сегодня вечером я обратно, а мужики будут рыбалить до вторника. Взял с собой грузики на продольник. Попробую поставить, если мальков поймаем, пробные продольники. Может быть, дай бог, попадется налимчик. А тут, говорят, туристы приехали. Ага. Ну, поглядеть. Народу-то мы другого не видим. Хоть другие лица посмотреть.
Пластик, пластик, пенде. Идеоланы Дона Йортиас. Потихеньку. Опачки. Потихеньку. Так, для начала давайте познакомимся с нашими главными героями сегодняшнего фильма. Александра и Николая вы уже знаете. Это Анатолий, отец Александра. От себя лично и от всех друзей нашего канала дружеское рукопожатие. Мы, надеюсь, еще ни разу видим Анатолия в наших краях. Надеюсь, река Печора ему понравится. Спасибо. Рыбачил на Печоре уже? Рыбу ловил? Ловил. Только в нижнем течении, да, говоришь? У Сильва и ниже. Вот так вот. Что он будет делать, Троицко-Печорский, я не знаю. Здесь у нас не Устильма, но Природу надеюсь... будем смотреть. Аккумулировать природу на зиму. Да, набирать энергию. Да. Все. И я того же мнения я. Все. Традиционное чаепитие перед отплытием и выдвигаемся. Ну вот и вроде все. Погнали. Николай с Саньком на одной лодке. Мы с Олегом на второй. Едем до переката. Там немножко сплавимся. Ну а дальше посмотрим, что как покажет. Нос перегружен сильно. Здесь можно начать уже самосплавом идти. Опа. Как бы нам по пути. Пищаль сюда. Он уже начинается вот перекат здесь. И как бы... Если хорюс-то есть, вопрос в том, что хочет ли он есть. Ты не ты, когда голоден. Точно. Как бы погода уже около недели в одном режиме держится. По всем законам физики он должен быть в хорошем настроении. О, все, пошли камни, пошел перекат уже. Жалко, острогу не взяли. Сейчас обидно будет, если налима еще найдем, лежит на дне. А у нас остроги нет. А его видно, да? Видно, да, днем. По теплой воде мы колем его. Он, когда вода теплая, он лежит и пофиг ему, он спит. А когда холодная, он уже боится, убегает. Ну, ночью под этими лучат, говорят, колят, но я ночью не пробовал. Днем-то постоянно мы это, в жару колем его, когда межень. О, течением. Зацеп, что ли, еще? Сам умель кинул. Так, ну что, первые забросы не увенчались успехом. Пока тишина. И нас еще и сносит в мель. Ладно, до первой поклевки. Как что-то будет интересное, покажем. Так, судя по первым забросам, большой активностью сегодня рыба не балует. Поклевок нет, это раз. И то, что даже просто так хорюс не плещется, это уже два. И в-третьих, еще его не видно. Иногда так сплавляешься, видишь, они отходят от лодки.
Ладно. Все равно не теряем надежды. Перекат мы проедем самосплавами, это 100%. Так, ну что, быстро, очень быстро проплыли мы самосплавом весь перекат. Вода маленькая, перекат быстрый, течение очень быстрое, так что махом преодолели мы это расстояние. Одна единственная поклевка, был небольшой хариус, сход. Вот он, вот. Два небольших хариуса вижу, вот сплавляются. Тоже мелкие. Прямо здесь вот я вижу их даже. Но не крупные. И у Коли, говорит, была одна поклевка. Ни одного всплеска хариуса нет. Это говорит о том, что аппетита у рыбы пока нет. Ладно, хариус не хочет, попробуем вдоль берега. Это окунь, щука, язь. Сейчас немного отойдем, там найдет травянистые места будут, попробуем там. Немного отойдем от берега, потому что тут вообще мелко. Даже Уралочка не проедет. В середину реки выйдем и будем дальше сплавляться. Так, перекат нам не дал никакого результата. Сплавляемся вдоль берега. Подъехали к тиховоду. Здесь как бы типа ямки небольшой. И заметил двух окушков. Сейчас блесну сопровождали. Топляк там вижу. По идее, рыба-то здесь должна быть. Просто у нее, походу, не только у хариуса, но и у окуня тоже активности нет. Дно просматривается. Рыбы не видать. Ох. 3 топляка, алюминиевая проволока. Вот тут налим-то может лежать. Во. Вон окунь, хороший окунь. Во. И 0 эмоций, вон. Крупный окунь, вон. Вот малька здесь бы надо. Грамм на 300-400 окунь. Оп. Ну давай. Вот ему резинка. Маточки лаже. Это чем йоку что? Уджид. Мата полкила йокаш. И 0 эмоций. Возле блесны 2 раза подходил и не нападает. Одиночный крупный окунь был. Я прямо сам его видел. И 0 эмоций. Надо резину попробовать поставить. Сейчас подъеду ближе к берегу. Попробую резину. Или удочку. Убрал вертушку, поставил оранжевую пахнущую резину. Сейчас посмотрим, что нам скажет резинка. Вот тут вот они окушки вижу, что стоят, но здесь мелкие. Раз окунь, 2 окунь. Вот они мелкие, ёрш, окунь. Вот их сколько тут, стайка целая, 4-5 средненькие уже. Рыба есть, вижу. О, а здесь уже хорошие, крупные. Так. Вот здесь крупные уже проплывали. Здесь удочка, наверное, нужна им. Вот. О, сопровождают. Вот они, крупные окунь есть. Вот их. Блин, якорь, наверное, кинуть надо. Давай кинем якорь, наверное. Никак пройти туда, да? Да ладно, бог с ним. Потом выгрузимся, если что, сюда приедем. Окунь есть, окунь крупный, хороший, но он вообще не реагирует ни на что. Не то время, да. Такие по 200-300 грамм окунярики. Вот сейчас стайка была штук 7-8. Они сопровождают. Вот думаю, на малька бы, наверное, может быть, на удочку они бы и повелись. Так, а у нас черви где в ведре?
Здесь там ведра синябу или не Джули сколи Сашка ведраин. Бушлем. Сашка ведраин конка колеси. 0 эмоций. Вот сейчас поставил уже вода. Такую маленькую резину тоже могут взять. Оп, есть поклевка первая. Да. Есть поклевка, но сход. Все-таки кто-то дернул. А, есть он, вот он, опа. Сидел. Сход. Поклевку мы увидели. Окуня. В середине окунь взял. Здесь окунь есть вот на этом месте. Как бы на удочку. На малька-то точно он будет ловиться. Или вертикальная проводка вот как бы. Но раннее утро обычно ловится. Обычно днем перестает. А сейчас что-то и с утра не клюет. Ладно. Подождем. Крупный окунь. Вижу крупный окунь. 3 штуки подошли. И бесполезно. Во-во-во, щучка пошла. Даже щучки чуть на спину не закинул. Я их вижу, вон, дно прозрачное, вижу хорошо рыбу. Но она полностью игнорирует все, блин. Крупные окуня, блин, щучка. Подвязка проплыли мы. Рыба есть, рыбы много, но вот на ямке этой, на мели, если рыбы не было, как бы не было видно, то здесь возле берега на ямке рыба есть, но нет поклевок. Я знаю, что им надо. Надо им удочку и малька, или хотя бы червя. Вот. Первая поклевка. Есть первый полосатик! Dacă kușam că vedra sugerli și blalam sice. Опачки! Ну вот. Есть первая рыбка. Дай бог не последняя. Вот тут возле берега их пытаемся поймать, а взял он на середине. Раз, 2, 3, 4 окуня вот плывут за моей джиголовкой. И пофиг им вообще. Хорошие окунярики. Они берут. Вот. Блин, хороший крупный окунь вон. Они берут. Надо на удочку попробовать, на глаз окуневый. Одного окуня мы поймали же. Вон, окуня много. Окунь крупный, окунь хороший. Но полностью игнорирует вообще эту резину, даже близко не берет. Сейчас станем там, где поглубже с берега. И попробуем на удочку, наверное. Одного окуня мы поймали. Пыздрик у нас есть. А удочки все там, да, у нас на той. Тут одна только. На казанке, где удочки. Блин. Дно про... Вот, видишь, вон сколько окуня, не знаю, видно, не видно, вон. Вон. Но тут поменьше окуни. Вон этот хороший. Эти два поменьше. Все, тут перекат пошел. Ладно. Покидаем, где найдем ямку, причалим к берегу и попробуем половить на удочку. Так, остановились вот на этом свале. В прошлый раз здесь с Саньком были поклевки крупного окуня. И вижу здесь малька. Малек стоит, гальян. Сейчас попробуем с очком, наверное, его поймать. Если поймаем, будет очень хорошо. Так, ну что, сачок мы раскинули. Что, пробуем? Пробуем поймать малька. Гальяна речного. Мелкого очень много. Нам надо чуть покрупнее. Вот там вот сейчас крупный
Потихонечку вроде заползает. Опа, 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 опа. Давай, 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 давай. Заходите, заходите. Будьте как дома. Да-да-да-да-да. Мелкие залезли. Крупные пока еще стесняются. С хлебушком еще приманим сейчас. О. О. А кто на пустоту-то хочет? Сейчас хлебушком заманим их сюда. Они даже хлеб жрать не хотят сегодня. Сытые. Ну, что-то вообще сегодня с ними творится непонятное что. Магнитная буря, что ли, какая-то? Они даже крошки хлеба вот игнорируют. На хлеб обычно они накидываются толпой. А тут пофиг. Говорят, хлеб нам тоже не нужен. Блин, немножко заходили. Пока ждал крупных мальков, и те вышли. Ладно, подождем. Вот его здесь. Малька много, немерено, но не хочет заходить почему-то. Да, попробую их шугануть. Хоть пару мальков мелких зайдет. Так, ну пару и зашло, блин, не больше. Накаите квадра свайлик, что Москвы. Эти кык, куемнёль, витар призда. Меча улья свайда или любес. Блес найду сейчас. Не, он на вас обочтешься, че? Кунжик, кунжик, кунжик. Коймат часться. Хорош, хорош, хорош. Опа. Вообще не хотят лезть. Еще одна попытка. Вот, дождался еще 4 малька. Даже малек сегодня в сачок не хочет ловиться. Все. Сейчас закинем сак и будем пробовать на удочку. Если на удочку сейчас не клюнет, значит уже можно 100% ехать в избу и выгружаться. И ждать, когда он будет ловиться. О! Давай, 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 заходим, заходим. Не стесняемся. Ни хрена. Все, сейчас снаряжу удочку и будем пробовать. Ну вот. Пыздрик, удочка и малек. И сейчас посмотрим, что нам скажет окунь на такую наживку. Я думаю, поклевка должна быть сразу. О, видишь, во, Хаджан. Видишь, да? Сразу клюет, сразу, бля. Я говорю, окунь есть. А им нужен просто живец, бля. Он спиннинг не хочет. Вон, раз, раз. Искусственные приманки им нафиг не нужны. Им нужен живая приманка, малек или червяк хотя бы, я так думаю. И то нехотя вон
Видать, мелочевка. Во-во-во-во-во. Украли, наверное. Стащили, наверное, малька. Нет. О, тем временем наш сачок малек лезет потихоньку. Это уже хорошо. Так, нам удалось поймать штук, наверное, 20-30. Хотел зацепить. Клюнул, да? Только отчалили, начали самосплавами. Вижу, что за резиной гонится крупный окунь. Но подходит и не берет. Не берет от слова совсем. Сейчас, мы уже с каждой секундой все ближе и ближе. Видите, народ собирает бруснику. Мужиков оставил на берегу. Ну а сам поеду посмотрю наши ловушки, которые я закинул уже больше недели назад, наверное, больше. Около 2 недель уже прошло, наверное. Сейчас посмотрим, что туда попало, что не попало. Потому что все равно немножко живцов надо будет взять, поставить продольники. Поехали. Так, вот оно наше озеро. Вот они наши садки, тюрьма, ведерочка. Все это пока оставляем здесь. Попробуем подойти к озеру. Здесь могут быть утки. Сегодня у нас наша советская пятизарядочка МЦ-2112. Так что если будет утка, надеюсь, все получится. Вот оно озеро. Нету. Здесь походу никого. Видать, местная утка уже улетела. А перелетная еще не прилетела. Вот они, наши ловушки. Не, уток нет. Как мы видим, тины стало еще больше. Раз, два, три, 4 ловушки с той стороны, 2 здесь. Ну что, уток нет. Приступаем к проверке. Но до проверки сначала сходим на то озеро. Подходим к второму озеру. Вижу утку. Утка есть одна. Вот вторая. Вторую заметил. Вот эту можно попробовать, она ближе. Вот на том берегу. Вот она. Блин, куда стреляю? Одна-то нырнула, вот еще одна.
Блин, в лед не попал. Еще есть. Утки здесь. Вот еще 2 пролетели, блин. Были утки. 2 походу подранил. В одиночку промазал сколько раз. Вот одна вроде бы готова. И одну я там. Если вот это не тот подранок, который вы изначально кряквы были на этом озере. Масила. Разучился я стрелять. Но одна кряква вроде осталась. Вон, крыльями. Скорее всего, это тот подранок, которого я с первого раза зацепил. Ну, хоть одна с 5 выстрелов, и то хорошо. Все, прячемся. Вот так вот. Стайка крикошей была. Но, как вы видели, в лед одного с 3 выстрелов не попал. 3 выстрела произвел в летящую утку мимо. А потом, смотрю, плывет, видать, та, которую я подранил с самого начала. И вот она. Походу готова. Потом пролетела еще 2 кряквы верхом. Но у меня уже патронов не было. Одна утка есть точно. Осталось только ее достать. А куда ее еще прижмет ее? Хрен его знает. Ветерок. Ветерок туда. Посмотрим, куда ее принесет. Она готова. Прогуляемся до конца озера. Может быть, там еще сидят. Может быть, что-нибудь еще получится. Одна утка подбита, но пока еще не добыта. Да, это тот первый подранок, которого я стрелял с первого раза. Подранился, плыл, я его добил. И 3 выстрела в воздух, впустую. Ладненько, пойдем сходим до конца озера. А там видно будет. Утки были. За 2 недели у нас уже шиповник созрел, можно собирать. Так что скоро сюда приедем за шиповником. Так, друзья, стоим в конце озера. Ждем, когда прибьет нашу уточку. Вот она. Это, походу, кряква. Видно, да? Ждем, дай бог, чтобы ветер не поменялся. Если ветер не поменяется, вот в эту курьюшку ее прибьет, и мы ее сможем достать. Вот я уже приготовил палочку длинную. Если не достанем, вырубим другую. Но если ветер поменяется и унесет туда, надо будет бежать за спиннингом. Потихонечку вот ее ветром прибывает сюда. Вот так вот как бы немножко. Вернее, туда ветер. Надо бы сюда, а он туда. Ну ничего, посмотрим. Вроде бы не все так печально. Я думал, времени потеряем больше. А так, если все нормально будет, вот это, да, вижу, что это кряква. Так что ребятам сегодня на ужин шулемчик будет. Так. Потихонечку, потихонечку. По бревнышку. Вот она. Наша уточка. И походу мы ее достаем, да. Все. Вопросов быть не может. Мы ее уже доберем. Это кряква. Получится отличный шулемчик.
Вот такая вот утенция. Полностью уже созревшая взрослая утка. Отличный трофей. Все. А теперь пойдем проверим наши раколовки на наличие живца. Охота удалась. Энскадан. Такс. Это большое глубокое озеро. И если здесь живцы, сейчас мы увидим. Ну, чисто теоретически они здесь должны быть. Тут есть карась, я точно знаю. Что-то есть. Что-то есть. А что именно, сейчас мы увидим. Так. Что у нас здесь? Полная фигня. Куча мелких окушков. И один речной гальян. Речного гальяна берем. Окушков отпускаем. Потому что окунь, во-первых, быстро подыхает. Ну, хреновая наживка. Не знаю, заморное это озеро, не заморное. Задохнуться, не задохнуться, но мое дело отпустить. Их дело выжить. Озерного гальяна здесь нет. Вот он один. Речной гальян. И остальное молодь окуня, видать. Вот речной гальян. И штук 20, наверное, мелких окушков и всяких жучков. А вон еще один речной гальян. Вон еще один речной гальян. 2 речных гальяна. И штук 30, наверное, мелких окушков. Для живцов они не подойдут. Так что... А вон 3-й, 4-й. Вижу. 3-й, 4-й. 4 речных гальяна. Он 3-й. Но кидал-то я ловушку, конечно, в надежде на озерного гальяна. Ну что, речной тоже неплохо. 4-й. 5-й. 5 речных гальянов и все. Остальное вот такая вот мелочевка окуневая. Так что переставляем эту ловушку на маленькое озеро. Здесь ничего интересного нет. Эта мелочевка окуневая не пойдет для живца. Не, она пойдет, конечно, если сейчас ловить, но не стоит, не стоит. Сейчас мы их отпустим обратно в озеро. Их проблем потом, выживут они там, не выживут. Мое дело отпустить. Забираем то, что мне нужно. Что не нужно, отпускаем. Так вот. Развязали. Все. До свидания. Валите. Ну и жара. Не скажу, что середина сентября, 13 число. В общем, одна единственная пробная ловушка на Большом озере нам дала 5 гальянов речных, правда не озерных, но нормально. Если живут до реки, я на них закину целый продольник, 5 крючков. И огромное количество мелкого окуня, которые нафиг не нужно, я обратно их отпустил в озеро. Сейчас посмотрим, что нам даст маленькое озеро.
Ловушки закинули мы уже давным-давно. И так и не получилось у нас проверить их. Сейчас проверим. Надежда на озерного гальяна. Так, первая ловушка дала нам 2 карасей. Одного съедобного, одного жерличного. Озерного гальяна нет. Посмотрим, что нам даст вторая ловушка. Опачки, опачки. Сколько грязи. Конечно, за 2 недели. Надо проверять, конечно, чаще. Очень много грязи. Что-то там есть. Наверное, карасики. Ну да. Это караси. Озерного гальяна здесь пока не видать. Раз карась. Так, ладно, это долго и муторно. Сделаем потом подведение итогов после общего результата. Ну, осталось 2 раколовки книжки. Раколовки, зонты, купола нам, кроме карасей, ничего не дали. На озеро было 5 речных гальянов, а тут одни караси только. Сейчас посмотрим, что дадут раколовки книжки. Настроения, конечно, уже нет, потому что что-то нет озерного гальяна. О, сейчас посмотрим, что здесь дадут. Ну, что-то бултыхается. Караси-то есть точно. Карасей с десяток, наверное, влетело. Но как бы я здесь так-то не карасей пришел ловить, а озерных гальянов. Ну, почему-то в этом году попадают только караси. Озерных гальянов нет. Так, что у нас здесь? Вот опять же налимчики. Пока их обратно выкидываем, некогда мне с вами возиться. И вот такие вот живчики. Эти, конечно же, пойдут на жерлицы. Можно их поставить будет осенью, если доживут. Вот этих. Вот таких вот. О! Есть озерный гальян один. Янскадан. А таких вот куда? Только на сковородку куда? Вон. Таких вот куда? На живцов они точно не пойдут. О, озерный гальян. Еще один. Ну, книжка есть книжка. Хоть радует. Так, 2, 3 озерных гальяна. Крупных. Вот таких вот хороших. Маленькие карасики. В общем, это на осень. На первый лед. А таких вот крупных на сковородку. Это живчик. Это хрен его знает. Пусть будет живчик. Это налимчик. Это 100% живчик. Это тоже, наверное, живчик на щуку. На первый лед. О, еще озерный гальян. Ну, здесь хоть что-то. О. Вот зачем я сюда ставлю ловушки. Это вот для таких вот озерных гальянов. Или, проще говоря, линек. Караси мне нафиг не нужны.
Тем более вот такие вот мелкие налимчики тоже не нужны. Вот. Ладно, чистим, ставим новую прикормку, закидываем, проверяем следующую. Ну и последняя раколовка книжка. Что-то есть тоже, походу, карасики. А тут еще и тюрьма у меня на палке. А, не тюрьма. Ловушка, ловушка. Да, сейчас посмотрим, что в этой ловушке. Есть немного озерных голянов. Так, раз озерный гальян и остальное налимчики. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 налимчиков, 9, 10. 10 налимчиков и жуки остальное. Так, а здесь у нас что? Здесь у нас опять же карасики, карасики. Раз, два, три. Штук 5, наверное, озерных голянов. Остальное вот такие вот караси. Ну, не пусто, и то хорошо. Не так-то оказалось все это просто. В общем, хотел, ребятам сказал, мужикам, уйду на полчаса. Часа полтора прошло, наверное, это точно. В общем, после проверки, после всей сортировки у меня получилось как-то вот так вот. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 где-то гальянов. Из них один карасик. 2, наверное, озерных, остальные речных. И вот килограмма 3, наверное, вот таких вот карасей. Это не живцы, конечно. Это пойдет на зажарку. Вот такая вот получилась проверка. Возможно, из-за того, что долго не проверял, озерный гальян после того, как раколовка покрылась тиной, вышел обратно. Другого объяснения нету. Когда проверяешь каждый день, их больше. Ну ладно. Что получилось, то получилось. Все. Собираем манатки и выдвигаемся обратно. Меня уже заждались. Ну вот. Ехали, ехали и приехали. Аккуратней. Полная лодка, тонна грузу тут. В общем, сначала выгрузимся все. Выгрузим лишний груз и потом вечерком еще порыбачим. Потому что куда нахрен это катать весь груз? Николай с Санькой тоже едут. Приехали в избу, выгружаем все лишнее. Бутылочку оставим. С приездом! Так, ну что. Здравствуй, избушечка. Мы опять здесь. Не прошло и полгода. Сколько? Пару недель. Пару недель. Так, оставим. Приготовим сразу мужикам освещение.
освещение, чтобы было все чики-пуки, когда стемнеет. Проверяем. Не горит. Нажимаем кнопку. Горит. Отлично. Раз. И два. Все. Теперь мужики будут уже со светом. Вот так вот. Вот так вот. Лампочка Ильича готова. Теперь можно уже располагаться. Все, пошли таскать вещи. Дрова есть, сушеная есть. Расколот есть, пила есть, так что топор есть, колун есть. Все нормально, дрова наготовят. Так, пока мужики перетаскивают вещи, я решил поставить пару продольников, чтобы веселее время проходило. Может возьмет щука, может налим, может окунь. В общем, на крупный нацепил карася, озерного голяна и речного голяна. И дальше по речному голянчику сначала, так как живцов у нас маловато. А потом, если мужики получится поймать живцов, поставят живцов покрупнее. Устанавливаем продольники. И потом вечерочком съездим еще покидать спиннинг. Штук десяток окуней поймали для начала. У них еще 3 дня впереди. Я так думаю, без лова не останемся. В общем, друзья, хотел поехать ставить продольники дальше. Мужики уже орут. Уже почистили рыбу, уже сварили уху. Говорит, давай сначала пообедаем. Вон тут всего, куча всего уже наготовили. Уха в уховарке. В общем, сначала сказали обед, потом все остальное. В общем, обедаем. Потом уже поеду выставлять продольники. Продольники поставлю в разных местах. Насколько хватит мальков. Я так думаю, 3-4 продольников. 5 грузов взял. Если получится, поставлю все 5. А там уже видно будет. Хотя бы на одну проверку поставлю. А потом, если где-то черпанете мальков, будете уже менять, да и все. Хочется мне, чтобы налим вам попал, чтобы здесь возле костра налимчика сварили. Налим — это красота. Вот. Так что давайте пообедаем и пойдем все-таки поставим. Ну как, Санек, кушается из свежего окушка? Забор. Забор? Я тоже так думаю. Все, что поймали, все сварили. Вы еще наловите, да? Естественно. Попробуем. Не то что завбур, да еще и завческит. Завбур по коме это очень хорошо, а завческит это очень вкусно. Очень вкусно. Не масло, честно. Правильно говорю? Не масло. То есть несопоставимо ни с чем. Занеси, Александр, пожалуйста, прибор. Вкусный прибор. Самый лучший прибор. А, спецназначение. Да. Львовую шишку, Ну, я думаю, вы понимаете, что к чему. На этом выключаемся, кушаем, обедаем и идем дальше рыбачить. Так, ну что, рыбалка на удочку у нас что-то не получается. Продольник один закинули, пробовали кидать спиннинг, не клюет. Коля свистнул, говорит, какой нахрен рыбалка, говорит, день заезда, это день заезда. На уху поймали, немножко засолили. Мы, говорит, такой борщ сварили, борщец, вон. Щи. Не, борщ. Это щи. Борщ, щи. Или щи. Ну, не знаю, это щи или настоящие борщ, щи. но это просто вкусняшка редкостная. Так что не будем терять времени. Времени до вечера осталось совсем мало. Кушаем, ужинаем. И оставляем эту дружную компанию на 3 дня. Суббота, воскресенье, понедельник. Понедельник встречаемся в этом же составе. Анатолий, Надеемся. помаши Ну что, ручкой. я готов. О, блин. Ты готов? Извиняюсь.
Готов? Всегда готов. Готов. Значит, вот тебе. Мы все готовы. Саня, тоже Я сегодня еду домой по неотложным делам, а в понедельник с утра я возвращаюсь в эту дружную понятно. компанию. Вот Саня наливай. Так что как-то вот так. День заезда он всегда тяжелый, но он всегда приятный. Я думаю, день отъезда будет не хуже. Всем, друзья, спасибо за внимание. Всем пока. До понедельника. А он уже будет скоро. Всем приятного аппетита, кто кушает. Всем доброй ночи, кто спит. Нескучной ночи. Лично я до дома. Пусть до хаты. аккуратно ведут себя. Да. Пусть ведут себя аккуратно. Вот сметана. Это надо Вот еще чё учитывать то, что народ не спит уже с вчерашнего дня, да? Ну, некоторые, да. И то есть, я-то покипаю. И он тоже покипает. Чуть-чуть. Бурвой. Нет, он- Так, ну что, здесь хорошо. С удовольствием бы остался и дальше здесь кушать щи. Щи вообще обалденные. Я думал, это борщ. Вкусняшка вообще. Но через час уже будет темнеть. И как бы проехать речной путь надо по-светлому. Так что оставляем эту дружную компанию на 2 дня, на 2 дня. Вы забудьте про меня. I'll be back. Через 2 дня, дай бог, все нормально будет. Я вернусь. Я вернусь. Я вернусь. Этот Пусть самый. Че, мы тогда созвонимся, да? с он- тобой? Обязательно. Все, Все. Это все. погнали. Что останется, После меня. это все, что возьму я с собой. собой. Долгие проводы, Лишние слезы. да. Так что просто уходим. Уходим, 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 уходим. Заблудился. Скоро увидимся.